Новини – це Укрнет. Приєднуйся до ініціативи українських виробників. Підтримай українську армію. Купуй чай Аскольд. Чай Аскольд. Твоя допомога у кожній пачці. Настав час зібратися разом, щоб відчути момент істини. Здравствуйте, прямой эфир, Первый национальный, телеканал 24. У нас в гостях сегодня Амина Акуева, представитель общественно-политического европейского движения «Свободный Кавказ» в Украине, жена Адама Осмаева, которая обвиняется в подготовке покушения на президента России Владимира Путина. Антон Геращенко, советник министра внутренних дел Украины. Добрый вечер. Николай Маламуш, в недавнем прошлом глава службы внешней разведки Украины. Коллега-журналист Екатерина Сергацкого, которой удалось побывать в батальоне «Восток». И Сергей Куницын, народный депутат «Удар» Виталия Кличко. Значит, самая горячая новость сегодня – это бой между украинскими пограничниками и боевиками в пункте пропуска Мариновка, что в Донецкой области. С российской стороны террористы подъехали на одном БТРе, 4 КАМАЗах, с крупнокалиберными пулеметами «Утес», нескольких микроавтобусах и легковых автомобилях. С украинской стороны к пункту пропуска потянулось около 100 боевиков. В 16 часов сегодня началась атака на пограничников с обеих сторон. За час боя украинские военные подбили КАМАЗ и уничтожили один крупнокалиберный пулемет. Министерство обороны отправило на помощь пограничникам авиацию, которая дважды наносила огневой удар по позициям террористов. Есть погибшие со стороны, раненые. Я могу сказать все как да, есть. вот скажите, пожалуйста, да. Я буквально за 5 минут перед передачей говорил с начальником Донецкого погранотряда. Значит, это еще не все новости. Захвачен нашими пограничниками БТР, на котором приехали террористы. С КАМАЗа, подбитого нашим самолетом, захвачен крупнокалиберный пулемет. И по информации из больницы города Снежное, там находится сейчас 15 трупов боевиков. Один из трупов был еще перевезен по информации пограничников в Россию. С нашей стороны 5 раненых. Я считаю, что это достойный счет. Это должно показать господам террористам из России, что те, кто придут в Украину, отсюда уже уедут в виде груза 200. Так, вот в этом русле. Сегодня утром лидер общественного движения «Третья Республика» Юрий Луценко сообщил, что за последние сутки украинские пограничники покинули заставы в Луганской области на участке длиной 130 километров. Юрий Луценко, сейчас я его цитирую, «За ночь через эту брешь уже въехали 15 КАМАЗов с террористами. Уже сегодня они придут на помощь банд-группировкам Донецкой области, в отношении которых ведется антитеррористическая операция». Эта информация соответствует действительности? Ну, эту информацию говорил Юрий Луценко, это нужно уточнять у него. Я могу сказать, что определенные сложности в охране границы действительно есть. Во-первых, Украина никогда не рассчитывала, что со стороны братской России к нам будут прорываться десятки КАМАЗов с боевиками. Во-вторых, за 23 года независимости государство ничего не делало для того, чтобы укреплять обороноспособность. Давайте посмотрим. 2 последних министра обороны у нас находятся в России. 2 последних начальника службы безопасности активно сотрудничают с ФСБ. Что от этого ожидать? Естественно, за эти 3 месяца мы делаем
все для того, чтобы укреплять границу, укреплять вооруженные силы, национальную гвардию. Но работы еще очень много. У нас есть два пути. Или Украина должна стать таким государством, как Израиль или Южная Корея, которая постоянно живет в угрозе терроризма или нападения союзника. Или, так сказать, у нас будут проблемы с нашей государственностью. Но я думаю, что мы все сделаем так, что Украина выстоит и станет хорошим, эффективным европейским государством. С другой стороны, как многие знают, Владимир Путин, президент Российской Федерации, находится во Франции, где завтра пройдут празднования, послезавтра пройдут празднования, завтра, 70-летия высадки союзнических войск в Нормандии. И вот так как он во Франции, он дал интервью французскому телеканалу ТФ1, и, конечно же, шла речь об Украине, и вот что сказал президент России. Вы знаете, говорить это одно, а иметь доказательства это совершенно другое. Я вам еще раз говорю, никаких вооруженных сил Российской Федерации, никаких... То есть американцы врут сейчас? Они врут. Никаких вооруженных сил, никаких инструкторов российских даже на юго-востоке Украины нет. Не было и нет. Вы не хотите присоединить Украину и никогда не пытались дестабилизировать там ситуацию? Нет, мы этим никогда не занимались и не занимаемся. Так где же правда? Это очень напоминает ситуацию с Крымом, да? Когда Владимир Путин также говорил, что в Крыму никаких вооруженных сил нет. То же самое происходит сейчас там. Но в Крыму не было цинковых гробов. В Крыму не было груза 200. Вот да. Сегодня я 2 часа назад разговаривал с 2 генералами, не буду называть их фамилий. Один из них находится в Славянске, а один из них находится в районе там Рубежного. Это боевые генералы. Мы сегодня, кстати, фракцию позавчера во время боя погиб подполковник, командир десантно-штурмового батальона 95-й бригады ВДВ из Житомира Сенюк. Мы сегодня всей фракции подписали обращение к Петру Порошенко с просьбой представить его к званию Героя Украины посмертно, потому что это боевой подполковник, действительно комбат. Но смысл в чем? Я с генералами говорил, они мне криком кричали и говорили: Сергей Владимирович, граница — это дыра. Прорываются КАМАЗы, БТРы, минометы, пулеметы. И если вы не примете решение о введении военного положения в Луганской и Донецкой области, то в ближайшее время будет беда, и они пойдут дальше. Поэтому все эти бредни, которые мы видим там по телевидению, я могу вам сказать, что сотни, тысячи боевиков соседнего государства прорываются на территорию Украины, вооруженные до зубов, профессионально обученные, и они сегодня устраивают полную, скажем так, блокаду Донецкой и Луганской области. Поэтому мне 2 генерала, не хочу назвать их фамилий, боевые люди, я им верю, это мои старые друзья, сказали открытым текстом, что если вы в ближайшее время, вы депутаты, вы там генералы, не предпримете радикальных мер по разделению боевиков, введению комендантского часа, по разделению на мирное и немирное население, для того, чтобы мы могли действовать, значит, будет беда, и эти люди пойдут дальше, в Харьков, в Одессу и так далее. Ну вот скажите мне, пожалуйста, Николай Григорьевич, вот мы много говорим о границе, но она длинная. Она никогда не готовилась к вторжению со стороны России. Там огромные участки, там застава, потом там 200 километров территория, в заставе 2 человека. Вот ведут военное положение. И что изменится эта ситуация? Я скажу, это принципиально не решает проблемы. Концептуально немножко неправильный подход. Мы должны, наверное, создать комплекс как раз и защиты и обороны нашего государства. Это, в первую очередь, разведывательные органы, которые получают именно четкие информации. Сейчас она есть, я просто не вообще теоретически говорю, конкретно о том, какая стратегия Путина, какая стратегия спецслужб, где формируются боевики, конкретные точки, где в Краснодаре, где в Ростове, какие пути следования. Для этого, соответственно, имеется и, кроме разведывательных органов, стратегической разведки, военной разведки, пограничная разведка. Она ответственна в зоне действия на территории иностранного государства выявлять эти силы. Следующая ситуация. Мы получили новейшие средства еще 8 лет назад контроля границы, определили на запад. Я думаю, что несколько месяцев достаточно, чтобы она работала на востоке. Следующая тема. У нас очень мощное подразделение службы безопасности, других оперативных подразделений.
которые именно так же ведут агентурную и техническую работу. И второй момент. Мы очень хорошо сотрудничаем с представителями западных спецслужб, которые контролируют любую точку Земли, и тем более в этом регионе. Системные, ежесекундные контакты на том уровне, чтобы выявить технику, вооружение, даже одного боевика. Это спокойно способно можно делать. И вот тогда уже работаем не по всей 2000-километровой границе, а работаем точечно, конкретно. Движется, например, там груз, соответственно, или движутся террористы, или тем более БТРы. Мы заранее уже знаем, что они движутся в этом направлении. Вот точка прохода. Мы готовим спецоперацию и их уничтожаем, как мы говорили с коллегой. Всю границу не закроем, военное положение не закроет все. Тем более, сейчас давайте учитывать второй фактор, что население, даже Донецкой и Луганской области, не так-то дружно поддерживает и деятельность АТО. Большая часть да, часть пассивна, а часть очень, так сказать, настроена и против, не в плане того, что поддерживают экстремистов, террористов, а в плане того, что именно эти не друзья, военные, вооруженные силы и тому подобное. Тут нужно тоже посмотреть правде в глаза. Поэтому в данной ситуации нужно разделить три направления. Это все-таки организация нового президента диалога. Вторая ситуация – это оперативная работа с теми подразделениями экстремистов и даже террористов, которые готовы к сдаче, а такие имеются в каждом батальоне. Сейчас мы будем говорить даже по Плоти, Востоке и тому подобное. То есть я даю уже конкретную оперативную информацию. И очень четкие специальные операции по всем направлениям спецслужбами. Вот это точные целевые, без жертв по всему направлению, по оккупации городов и тому подобное. Это ничего не выйдет, я вам скажу. Это будут массовые жертвы. Если мы начнем, тем более, огонь артиллерии, ракет, самолетов, вертолетов и тому подобное, пуля и ракета не разбирают. Она будет уничтожать, в первую очередь, террориста, который умело действует. Он по 20-30 лет проводил такие операции в Чечне, на Кавказе, в Афганистане и тому подобное. Будут мирные граждане как раз умирать. Поэтому тут комплексная работа. Но есть предпосылка сейчас. Сейчас Франция организатор переговорного процесса. Путин заявляет о том, что он готов к реализации задачи по снятию напряжения на Востоке. То есть это прекращение жертв и тому его подобное. слова не надо принимать всерьез. Понятно. Но есть гаранты, есть, соответственно, представители Запада, есть президент Франции, который взялся за эту тему, есть уже наш президент. То есть как бы начальный этап есть. Следующий этап – это, конечно, диалог, прекращение определенной ситуации огня, не оставляя позиции. Если есть реально люди, которые не согласны на переговорный процесс, они, соответственно, будут действовать по ним спецслужбы, МВС, Нацгвардия. Тем более террористы, наемники, бандиты, они должны сразу же подвергаться именно активным действиям со стороны МВД, СБУ, Национальной гвардии и других спецслужб. Это реально сейчас сделать. Если мы идем только в лобовую атаку, то есть мы даже вот по пограничникам, которые мы сейчас имели, первая ситуация по Луганску, сколько часов мы стояли и ждали спецоперацию? Вчера даже информацию добываем, реально передаем в АТО по Свердловску, Луганской области. Точно так же окружение погранотряда, точно так же погранотряд снимается и уходит. Никакой помощи, ничего нет. Вот мы только помогаем авиации. Какой авиации вы поможете? Я сам оперативник, сам спецназовец. Это только одно из средств подавления. Там должны быть действовать войска быстрого реагирования. Только сегодня, вот, и в этой ситуации, более-менее сработали. Вот это мы говорим, очень большой успех. Да, успех, но через большие ошибки и даже через жертвы. Антон Юрьевич, 1 минута рекламы. Свято де? Свято є. Свято є. Партнер показу компанія Sky Fitness. Новий фітнес-клуб класу преміум. Sky Fitness. Фітнес на висоті. Приєднуйся до ініціативи українських виробників. Підтримай українську армію. Купуй чай Аскольд. Чай Аскольд. Твоя допомога у кожній пачці. Дуже вигідний депозит. А відсоток великий? 25% річних у гривні, 11 у доларах США. Мені підходить. А чого така тиша? Гроші полюбляють тишу. Імексбанк. 20 років стабільності на фінансовому ринку. 0800 505 553.
Приєднуйся до ініціативи українських виробників. Підтримай українську армію. Купуй чай Аскольд. Чай Аскольд. Твоя допомога у кожній пачці. Деново. Національний оператор хмарних технологій підтримує науковців та освітян, вітчизняних виробників програмного забезпечення та органи державної влади України. Дізнайтеся більше про спеціальні умови на denovo.biz. Настав час зібратися разом, щоб відчути момент істини. Прямой эфир, Первый национальный телеканал 24, пожалуйста. Я хотел бы поддержать коллегу, сказать о том, что ситуация коренным образом поменялась в Донбассе. Уже того, что вы перекрывали нашим военным или Нацгвардии дороги, нету. Позавчера была проведена спецоперация в Красном Лимане. Перед спецоперацией все жители города были предупреждены максимально возможно специально разбросанными листовками специальных снарядов о том, что готовится антитеррористическая операция. Предупреждены о том, как себя вести в такой ситуации. И спецоперация прошла так, что уже никто не перекрывал дороги нашим военным. Можно сказать, почти встречали с хлебом с солью. На сегодняшний день, можно сказать, это военно-политическая операция увенчалась промежуточным успехом. Назначен исполняющий обязанности президента глава районной администрации новый. Это подполковник Константин Матейченко, который создал отряд из Донбасса вооруженный, который будет дальше контролировать ситуацию в этом регионе. Фактически нам придется воссоздавать всю систему правопорядка в Донецкой и Луганской области. Мы к этому готовы, мы к этому готовим силы и средства. Также хочу сказать, что есть нарекания на то, что вот медленно проводится антитеррористическая операция, надо все это делать быстрее. Вот я хотел бы продемонстрировать две фотографии. Одна фотография – это сверху Чечня, 99-й год, разбомбленный Грозный. Вот это результат того, как проводились спецоперации в Чечне. Это не спецоперация. Ну, это, можно сказать, был геноцид. Геноцид чеченского народа. Это уничтожение Грозного. Да, а внизу это город Славянск сегодня. Мы боремся не с народом, мы боремся с террористами, вооруженными террористами, пришедшими к нам с чужой территории, и которые туда вернутся или в неживом виде, или останутся у нас здесь надолго сидеть в тюрьмах, желательно пожизненно. Вот у меня есть вопрос по этому поводу. Я была в батальоне «Восток», в их тренировочном лагере. Я так понимаю, что он находится прямо за резиденцией Ахметова в ботаническом саду. Почему? То есть местоположение этих людей было, в принципе, известно, я так понимаю, да, ведомству. Почему не был пойман такой удачный момент Дело, что вы за не позвонили городом, оттуда да? и не сообщили об этом, а только написали в «Украинской правде». Надо было прямо оттуда позвонить, отдать GPS-координаты. Я думаю, что вооруженные силы бы достаточно сообщают конкретные и объекты, боевики, батальоны и тому подобное. Вот как раз у нас еще штаб неэффективно работает на плане проведения специальных операций. Нужно, чтобы были подготовлены специальные резервы спецподразделений, которые мгновенно, тем более неожиданно, если действительно есть ситуация, и мы готовы проводить свои операции, чтобы она проведена была неожиданно. Мы готовим такие резервы. Мы сейчас создаем уже 3-й батальон Национальной гвардии под руководством известного Семена Семенченко. Уже набрано 460 ребят. Мы их тренируем в лагере Новые Петровцы. Через несколько недель эти ребята пойдут освобождать свой родной Донбасс. Мы работаем за ним. Потом будет и 4-й, и 5-й батальон. То же самое работу проводят и вооруженные силы. Я могу вам сказать одно. Как афганец, да, как профессионал. Значит, абсолютная импотенция в управлении антитеррористической операцией. Абсолютная импотенция. Значит, на самом деле главнокомандующий вооруженными силами Украины кто? Начальник Генерального штаба вооруженных сил Украины. Не министр обороны. Скажите мне, пожалуйста, кто последний раз видел выступление начальника Генштаба? Кто знает его фамилию? Почти никто. Должен быть один человек, вот генерал армии скажет, который координирует антитеррористическую операцию. Это не Крутов, который АТО возглавляет при СБУ. А страна должна назначить президент, верховный главнокомандующий, назначить одного человека, который командует антитеррористической операцией. Это либо министр обороны, либо главнокомандующий, начальник генерального штаба. У нас, извините, пусть на меня обижаются, не обижаются, полгенштаба либо трусы, либо я не знаю кто. Потому что, когда у нас гибнут пацаны, по 15-20 человек, десантники или под Волновахой, от полной безответственности, я хочу спросить, кто этим матерям придет в Житомирскую бригаду и расскажет, почему погибли их дети? Только потому, что есть масса профессионалов, генералов, полковников. Я не раз говорил министру обороны Ковалю,
с которым мы когда-то на Тузле вместе были, и другим, Наливайченко, Авакову. У нас 100 тысяч афганцев. Я председатель Ассоциации афганцев Украины. У нас 10 тысяч ветеранов спецназа. У нас в армии нет людей да с боевым... ждем Подождите. наших спецбатальонов милиции, всех желающих. Послушайте. Приходите, пожалуйста. Я говорил вашим руководителям. У нас 10 тысяч ветеранов спецназа. Мы готовы. 24 бригады ВДВ, 2 полка спецназа. Это 20 батальонов, в которые мы готовы поставить по 2 полковника, по 4 боевых ордена, по 50 караванов в Афганистане, которые знают, как воевать с чехами и со всей этой швалью, которая на Юго-Востоке. Возьмите их инструкторами по боевой подготовке в каждый батальон по 2 полковника. Я говорил это Авакову. Завтра ждем в Новых Петровцах на занятиях 3-го батальона у нас. Ковалю, Кузьмуку. Всем говорил, возьмите наших полковников, мы готовы поставить. Привожу Артур Деревянко, 5 боевых орденов за Афганистан. Самый крупный караван. Закончил Академию Фрунзе, Академию морпехов в США. Полковник. Мы говорим, ребята, готовы поехать. Предлагаем. Так почему не едут? Не знаю, они готовы ехать, их не берут. Ну, кто не берет? А я вам скажу, потому что Генеральный штаб Вооруженных сил Украины на сегодняшний день это 0. Так, я бы хотел, вы знаете, я не являюсь адвокатом Генерального штаба Украины. У меня у самого, как у гражданина, есть много вопросов к тому, как расстреляли наших ребят под Волновахой, которые не откопались ни под... Но я хотел бы сказать следующее. На сегодняшний день в Украине проводится антитеррористическая операция. Есть закон о борьбе с терроризмом, который знают все народные депутаты. Там сказано, что управляет борьбой с терроризмом антитеррористический центр при СБУ. И именно антитеррористический центр при СБУ, его глава, имеет диктаторские полномочия по управлению милицией, Нацгвардией и Министерством обороны. Именно антитеррористический центр. Почему у нас так происходит? Надо задать вопрос антитеррористическому центру. Это указано в законе. Если у нас будет введено военное положение, президент предложит такое положение ввести, Верховная Рада утвердит, тогда военная власть будет, и вся власть, исключительно в руках президента и Генерального штаба. Но на сегодняшний день за это отвечает руководитель антитеррористического центра. Я хочу сказать, товарищ помощник министра, я хочу вам сказать одно. Я знаю детально, как расстреляли пацанов под Волновахой. Да. Я не хочу это в эфире рассказывать. Из-за раздолбайства, разгильдяйства командиров. А если бы министр обороны, начальник генштаба вызвал командира и сказал, я вас одену, обую, я вам дам, вооружу вас, но если хоть один солдат погибнет по дурости, вы все пойдете под трибунал. Да. А этого нет. Спроса нет, ответственности. Я в Афгане был сержантом, командиром блокпоста. Ко мне ни один душман на 100 метров не мог подойти. Я знал, у меня там мины, там у меня АГС стоит, там пулеметное гнездо, там то, там все. Понимаете? А здесь раздолбайство, растяпство, взаимодействия нет. Системы связи нет, взаимодействия нет. Потому что одни работают, вот генерал сидит, разведчик, а СБУ на одной частоте, десантники на другой частоте, внутренние войска на третьей частоте. А террористы со спутниковыми телефонами работают, которые не сканируются, не пишутся, понимаете? И если Извините, пожалуйста, сегодня, вы знаете, что если мы сегодня повысить заработную плату в районе АТО для солдат Нацгвардии и всех спецподразделений, а Верховная Рада говорит о том, что нету денег. Вы это знаете? Давайте говорить о следующем. Можем говорить о спутниковых телефонах. Их финансирует Путин с Газпромом, понимаете? Давайте искать средства сейчас в бюджете. Давайте. И максимум средств. Не надо бронежилеты покупать на 650 гривен дороже за народные деньги, чем они стоят на заводе. Я вам скажу честно. Люди собрали 128 миллионов гривен. И когда мне директор завода говорит о том, что можно по 4,5 тысячи было купить бронежилеты, а на каждом бронежилете 650 гривен заработали, это что такое? Поэтому, знаете, я вас не упрекаю лично, я просто говорю о том, что координации нет, штаба взаимодействия нет, есть масса генералов, полковников, Маламуш знает, прошедших боевой опыт. Кто сегодня воюет? Пацаны воюют, 20-летние, без боевого опыта. Когда расстреливали десантников с 95-й бригады, помните, расстреляли, 7 человек убитых? У меня там был с Майдана сержант, афганец. Он мне говорит, я шел в замыкании. Он говорит, командир, он мне говорит, ты знаешь о том, что на 80 человек десантников один ночной прицел, один снайпер, и рота десантников на 40 километров растянута. Это что? Это ненормально. Элементарное раздолбайство, отсутствие стратегии и понимания. Когда отстранили швейца, командующего ВДВ, действующие воздушно-десантные войска, за то, что они сдали, помните тогда, эти самые прицелы и так далее. На сегодняшний день нет командующего воздушно-десантными войсками. Сидит полковник Лесовой, афганец, который 8 лет командовал десантными войсками. Это элитное подразделение. А там нет сегодня командующего. Это что? Преступная халатность, раздолбайство, когда начальник оперативного управления одного из направлений Генерального штаба, это
родственник Лебедева, который и там родственные связи с ФСБ России. Это что? Я знаете, сколько могу таких примеров приводить? А когда нет абсолютного взаимодействия родов войск, генерал армии целый сидит, начальник службы внешней разведки. Я вам скажу, можно было одержать массу побед. А мы сегодня хороним пацанов, хороним 20-летних пацанов, которые не профессионалы, не обученные. Девчата вот сидят в форме, готовы идти воевать. Амина. Да, мне хотелось бы поддержать этот тезис о том, что очень жаль, что, к сожалению, в первых рядах, как мы видим, отправляются ребята после 2 недель обучения, именно патриоты, которые имеют большое желание, но не имеют, к сожалению, опыта. Откуда они могут иметь боевой опыт, если Украина мирная страна, которая, в принципе, ни с кем не воевала, ну вот со времен Афганистана, так скажем. Вот. И в связи с этим хотелось бы сказать, что по всему миру очень много людей, которые готовы и очень хотят воевать именно против российского империализма. То есть готовы поддержать сейчас Украину, это миротворческий, ну, в виде миротворческого батальона. В частности, организация, представителем которой я являюсь, это организация «Свободный Кавказ», так скажем, костяк ее составляют люди, прошедшие боевые действия, это люди, которые, как правило, после Первой Чеченской войны были ранены и выехали за границу. И также там очень много граждан других стран, Турции, Грузии, Европы и граждане Украины, в частности, тоже есть из числа чеченцев, кавказцев, которые действительно очень хотели бы, особенно в связи с последними данными о том, что бандиты-кадыровцы бесчинствуют на территории Украины, которые очень хотят выступить в качестве миротворческого батальона на стороне украинской армии. Но, к сожалению, я так понимаю, что в Украине нету такого закона о иностранных батальонах. Вот очень бы хотелось, чтобы каким-то образом этот вопрос можно было разрешить, чтобы добровольцы, на данный момент, по моим данным, это вот как минимум 2000 человек, которые готовы хоть завтра выехать. Амина, вы понимаете, со всем уважением к этим людям, но если на территории Украины устроить еще межчеченскую войну, то это будет, конечно... Да. Тут такая ситуация. Я думаю, что нужно смотреть все-таки глубже. Я поддерживаю как раз уважаемого коллегу народного депутата Украины. Мы с самого первого начала, вот пришла новая власть, Верховный Совет и тому подобное, начали формировать позицию всех, так сказать, органов власти, управления, особенно спецслужб, вооруженных сил, МВД и областных администраций по какому принципу? Квота. Соответственно, это наш, не наш. Если это представитель такой политической силы, значит, он нормальный, он будет сидеть до конца. Вот. И если он не справится с государственными задачами, система обороны не обеспечивает, новая уже. Уже там все те ушли за рубеж, там, в Россию, в другие места пошли. Соответственно, мы что делаем, чтобы быстро организовать? Наверное, назначаем профессионалов на каждое направление. Министр обороны, начальник Генштаба, руководитель СБУ, руководитель МВД, руководитель Нацгвардии, пограничных войск и тому подобное. То есть это те люди, которые выполняют задачу быстро. Они имеют опыт работы, опыт боевых действий в Афганистане, в других точках мира, на территории Украины, по Крыму, Приднестровью, по другим темам. То есть они включаются в очень быстрый процесс. И нейтрализуют ситуацию по Крыму, и Крым остается в Украине. Это первая ситуация. Точно так же болевая точка Донецк, Луганск, Херсон, Николаев, Одесса, наверное, Харьков. Наверное, и политическая власть, видя эти болевые точки, направляет все свои усилия туда. И для диалога, для снятия напряжений, а спецслужбы, появление любого террориста, диверсанта, разведчика, ведется глубокая разработка. Никакие боевые группы не появляются, потому что нейтрализуются на этапе еще их появления в Украине. Это профессиональная работа специальных служб и правоохранительных органов. Если мы так уже сделали такой провал, системный, государственный провал, правоохранительный, спецслужб, значит, нужно привлечь какие-то сильные средства и тому подобное. 100 тысяч афганцев, 350 тысяч ассоциация офицеров военнослужащих Украины. Это спецназы, это боевые ребята, это офицеры, это сержанты, это рядовые, это не пацаны по 2-3 недели, это не призывники, которые не нюхали пороха и которые сейчас бросаем. Это даже не представители батальонов, патриоты, реальные ребята. Но мы их бросаем сейчас в огонь. Это те люди, которые на первых уровнях. Почему мы говорим? Потому что вот как раз на уровне руководителей ведомств, на уровне руководителей Генштаба, на уровне руководителей департаментов, соответственно, координационных уже штабов, работают профессионалы, которые
системно ведут работу против террористов и экстремистов. Не способом ведения войны, не способом окружения городов и тому подобное, а глубоко изучив уже оперативную обстановку, раз допустили эти ситуации, мы проводим системные операции одномоментно по этому направлению. Мы отрабатываем систему защиты границы. Это и разведывательная, это агентурная, это техническая, это иностранная, так сказать, помощь, но и это система, которая обеспечивает разворачивание сил быстрого реагирования. Тут уже авиация, потому что это граница, это где можно задействовать, это не жилые кварталы. То есть это системная работа, которая позволяет нам нейтрализовать и втручание извне массовое, и нейтрализовать точки, захваченные тут в Украине. А параллельно, вот то, что мы говорим, без этого не будет ничего стабильности. Мы ведем через политические структуры, органы власти, а тем более новый президент, диалог. Это симбиоз таких действий сейчас практически поможет нам решить ситуацию. Но без ротации, я вам прямо скажу, и нового президента, и через наш парламент, и через правительственные структуры, и спецслужбы ничего успешного не будет. Мы опять будем идти в атаку, будем уничтожать людей, вводить военное положение, создадим конституционный сценарий, и он дальше будет именно на долгие годы существовать. Это сценарий противостояния. Поэтому сейчас нужно сделать очень ряд серьезных и политических действий, ротационных и оперативных. Ну, вот сейчас это нужно делать. Понимаете, сегодня будет новый верховный главнокомандующий. Да, в субботу инаугурация нового президента. Я думаю, что он уже будет принимать быстрые и правильные решения. Вот я доверенное лицо Порошенко. Да? У нас с ним договор о стратегическом партнерстве между Украинской организацией Союза ветеранов Афганистана и им как кандидатом в президенты. И мы Петру Алексеевичу уже внесли ряд предложений кадрового характера. Я считаю, что если мы силовой блок радикально быстро не изменим и не привлечем профессионалов, неважно, кто какой в партии, слушайте, есть элементарные вещи. Когда 2 дня по телевизору говорят о том, что 40-20 КАМАЗов с террористами пересекают границу, я спрашиваю, а где засадные действия? Почему у нас колонны попадают в засаду, бьют первую и последнюю машину, сжигают с РПГ, расстреливают колонну, убивают военнослужащих? И мы знаем за сутки, за двое по всем телеканалам о том, что 40 или 20 КАМАЗов пересекают границу, где вертолеты огневой поддержки, где засадные действия спецназа, у нас 2 полка спецназа, 4 бригады ВДВ, где взаимодействие между Национальной гвардией, ВДВ, спецназом и так далее. Это элементарные вещи, которые даже в действующей ситуации разрушают. Министра обороны предложить, потому что я вас слушаю, я чувствую, что вы будете идеальным министром обороны. Да слушайте, не надо из меня делать идеального министра обороны. Я министру обороны предлагал, да, я не раз предлагал министру обороны, Авакову и другим, Наливайченко и всем остальным. Мы готовы, ветераны Афганистана, собраться. У нас сотни десятки генералов, полковников, я верю, сейчас людей с боевым опытом, того, чего нет сегодня в вооруженных силах, где расстреливают этих пацанов. Так, а чего вы ждете? Я прошу прощения, но вот у нас на прошлой неделе... Я вам еще раз говорю, что я предлагал вашему министру... 460 человек за неделю. И сейчас еще стоит на скамейке еще 500 человек. Давайте, вот у вас есть, вы сказали такие цифры. 450 тысяч человек, это офицеры, это афганцы. Пожалуйста, 10% это 45 тысяч человек. Давайте формировать бригады, отряды. Я вам рассказываю. Значит, сегодня у нас 103 тысячи ветеранов Афганистана, 36 тысяч миротворцев, 125 тысяч ветеранов ВДВ, десантников. Мы были готовы сформировать батальоны. Мы предлагали министру обороны, министру внутренних дел, я еще раз говорю, послать инструкторами по боевой подготовке в каждый батальон Национальной гвардии. Завтра ждем в 9 утра. Хорошо, после передачи с вами свяжемся. Но так как у нас Екатерина и Амина в студии, плюс профессионалы, и они решают все задачи. Если мы кому-то будем предлагать, я в свое время Леониду Ильичу Кучме, уважаемый, предлагал очень большие программы, государственной обороны и тому подобное. Но расписывалось кому-то, чиновнику, и оно там всегда гинуло. Если становится во главе профессионал, умеет и в разуме, и в сердце, имеет команду, и она решает задачи. Вот это единственный выход. Другого варианта не будет. У нас в студии... Согласитесь, на войне есть один принцип. Чем страшнее бой, тем холоднее голова. Ты должен принимать оперативные решения. Когда мне министры, не буду называть, говорят, а мне не дали назначить никого, а я не могу никого назначить. Вы знаете, я в вашей студии подал в отставку с поста представителя президента в Крыму. Потому что когда я понял, не согласился с тем, что происходит с Крымом, мы в Крыму, я встал и сказал у Савика Шустера, я подаю в отставку. Если ты министр силовой структуры и не способен управлять силовой структурой, ты либо скажи, поставь ультиматум его президента, либо я кадрово меняю генштаб и все остальное, либо я ухожу в отставку. А вот это сопляжуйство, которое происходит, приводит к тому, что десятки гибнут солдат и сотни мирных жителей. Так, ну я говорю, раз у нас Амина, Екатерина, у нас еще в прямом эфире
Ахмед Закаев, премьер-министр Чеченской республики Ичкерия. Поэтому я бы хотел немножко поговорить о чеченском факторе. Да, как на Юго-Востоке, так и в Крыму, кстати. Но да? к чему? Да, Амина, я вас слушаю. Я хотела немножко по другой теме добавить, по теме афганцев. То есть я еще состою в афганской сотне, ну, по Майдану. И, к сожалению, да, 8-я. К сожалению, тоже я могу подтвердить вот слова уважаемого Сергея Владимировича о том, что, да, вот вы говорите о том, что пусть приходят, пожалуйста, но дело в том, что предложение есть только под командование кого-то, кто уже есть. Поэтому до сих пор как бы большинство из афганской сотни здесь, и я тоже сама здесь, хотя я с удовольствием бы уехала на восток. Просто я жду, когда поставят, так скажем, командира с боевым опытом. Вот. Не хотелось бы идти под командование. В Ашхабаде, в школе сержанта, вот Ахмед послушает, у нас 900 курсантов было, Ахмед, из них 100 чеченцев было. Я дружу с Русланом Аушевым, и когда... Он ингуш. Ну какая разница? Это войнахи все равно. Войнахи, но к чему, но к чияц. И мне Руслан говорит, я говорю, Руслан, у меня было 100 чеченцев ингушей на 900 курсантов. Он говорит, нас больше 3 собирать нельзя. 100, как где собрали? Я говорю, 100 чеченцев было со мной. Это все сержанты советской армии, афганцы и так далее, боевые командиры. Так что... Так, ну вот смотрите, да, в субботу в программе «Неделя» с Марьяной Максимовской на российском телеканале РЕН-ТВ вышло эксклюзивное интервью с главой Чеченской Республики, нынешним главой Рамзаном Кадыровым. И вот что он рассказал о своих людях на юго-востоке Украины. Вы их туда посылали? Нет, конечно, если я посылал бы, зачем я отправляю и говорю, что их нам нет? Если я отправил, я на весь мир заявил, что я их отправил. Что я буду скрывать, что ли? Почему я говорю, я Донецк их должен отправлять, если власти, там, если враги, там, скажем, находятся в Киеве? Если мы воюем против них, значит, это враги. То есть вы бы отправили прямо на Киев? Прямо можно и Киев начать, можно все что угодно. Если будет приказ, то готовы добровольцы. 74 тысячи чеченцев. Я просто там интересовался, у нас 74 тысячи чеченцев готовы выехать, вот, чтобы вот, навести там, так сказать, порядок на территории Украины. Да. Да, готовы, 74 тысячи. Екатерина, ну, вот вы были? Совсем гораздо меньше. Вы же видите, что это больной человек, то есть как бы, ну, больной человек. Нет, этого я не вижу, властью, знаете, мне сложно определить. На самом деле в Донецкой области сейчас приезжают в основном осетины. Насколько я понимаю, осетины, у них своя идея. Там и кубанские казаки есть, там все есть национальности, которые хотят заработать, будем говорить прямо. Поскольку по нашим данным платится 2-3 тысячи долларов рядовому боевику. Поэтому это бизнес. Кто платит? А вот вы сказали, два бывших министра обороны сейчас в России, 2 руководителя СБУ и 1 верховный главнокомандующий. По оперативным данным финансирует вот этот весь праздник терроризма семья господина Януковича. Если он будет возражать, пусть подаст на меня в суд. Не факт, что он вас слышит. Ну, возможно. Но смотрите, я бы хотел как раз к чеченскому фактору вернуться, потому что очень много было об этом разговоров. Вот Екатерина говорит, что их там очень мало. Да. Ну, по крайней мере, вот то, что нам показали и рассказали, чеченцев там было мало, и они в основном погибли вот при АТО в аэропорту. То есть это почти 31 человек, да, который отправился в 200, это они. Их там сотни. А вот Ахмед Закаев знает, что на самом деле у ингушей с осетинами проблемы еще с Советского Союза, поэтому это тоже там свои, да? Ахмед также, да? Еще в Ингушетии, в Орджоникидзе там были свои проблемы. Ну да? вот вопрос к Ахмеду Закаеву. Вот вы эти новости тоже получаете, как и мы, и какие выводы вы делаете? Добрый вечер, друзья. Добрый вечер. Сперва я хочу выразить свою полную солидарность с Украиной, с украинским народом в их борьбе за выход из-под влияния колониального влияния Российской империи. Конечно, все, что вы сейчас обсуждаете, это очень печально. Печально в том смысле, да, действительно, европейская страна, Украина, она не готовилась к войне и не ожидала, что когда-либо Россия начнет
захватническую войну против Украины. И она была к этому не готова. В принципе, весь мир не был готов к тому, что, к сожалению, что Россия может себя повести так. Хотя все предпосылки этому были. И я хочу вас вернуть к 1994 году, когда началась первая чеченская война. К большому сожалению, все международное сообщество, все страны как один заявили о том, что это внутреннее дело России и российского государства. Хотя это было абсолютно не так. Не соответственно, это была агрессия против независимого свободного чеченского государства, которое к развалу СССР, как и Украина, Грузия и другие союзные республики, имела статус союзной республики, признанной, кстати, Россией, Кремлем и Верховным Советом СССР. И это была агрессия. Но, к сожалению, тогда мир оставил Чечню на откуп России. И в последующем уже, когда Первая война закончилась, мы избрали руководство, и мы рассчитывали, что нам мир поможет построить государство. К сожалению, мы опять ошиблись. Я не снимаю ответственности с себя, как с тогдашнего члена правительства и соратника президента Аслана Масхадова. Мы действительно не справились с теми спецмероприятиями, которые Россия устроила против нас. Хотя первую открытую войну мы сумели противостоять. Вот точно так же сейчас Грузия, Украина, она тоже не в состоянии оказалась противодействовать вот этим спецмероприятиям, которые проводит Россия. И причем потом была Грузия, да, Чечню отдали, Россия за это ничего не получила. То есть никто ее не наказал. Хотя были совершены военные преступления. В Чечне за эти 20 лет уничтожено более 300 гражданского населения, 300 тысяч гражданского населения. Более 300 чеченцев вынуждены были покинуть Чечню и разбрелись по всему миру. Кстати, и в Украине очень много чеченцев нашло политическое прибежище и убежище. И мы очень благодарны украинскому народу за этот прием. Но в последующем оказалось, мир не был готов к тому, чтобы обуздать агрессора. И была Грузия. После Грузии что произошло? После Чечни Россию приняли Совет Европы, а после Грузии, после того, как она оккупировала две республики, Россию приняли в ВТО. Американцы, США, заявили о том, что они начинают перезагрузку, а Европейский Союз начал вести дискуссии по поводу отмены визового режима, то есть о том, что будет безвизовый режим с Россией. Естественно, все эти факторы стимулировали Путина на его агрессивные действия. И поэтому, мне кажется, сегодня Украина не должна просить у международного сообщества, Украина должна требовать, в первую очередь, от Соединенных Штатов Америки, и в вторую очередь от Великобритании, и всего остального Европейского Союза, чтобы они защитили и выполнили те обязательства, которые они приняли на себя в 1994 году, когда подписывали меморандум о том, что гарантами выступила США и Великобритания, что территориальная целостность Украины будет сохранена. И поэтому, мне кажется, господа, дорогие друзья, братья украинцы, правда за вами. И помимо того, правда была и за нами, но мир был не за нами. Сегодня и правда за вами, и весь цивилизованный мир за вами. Но вам не помогут, если вы не проявите готовность драться за свою свободу, за свою независимость и за свое государство. Никто просто так к вам не придет. Но если вы начнете драться и давать по зубам или хотя бы по рукам тому, кто посягает не на свое, я вас уверяю, мир с вами, и вы победите в этой войне. Спасибо. Я желаю вам этой победы. Спасибо. Спасибо, господин Закаев. Я прервусь на минуту рекламы. Свято де? Свято є. Свято є. Партнер показу компанія Sky Fitness. Новий фітнес-клуб класу преміум. Sky Fitness. Фітнес на висоті. Приєднуйся до ініціативи українських виробників. Підтримай українську армію. Купуй чай Аскольд.
Чай Аскольд. Твоя допомога у кожній пачці. Чухається, свербить, можливо, грибок. Він може призвести до алергії, ураження нігтів, змінити їх колір та форму. Лемікон спрей спричиняє загибель клітини грибка та дієво бореться з неприємними симптомами. Лемікон сприяє знищенню грибка та поверненню здоров'я шкіри. Дуже вигідний депозит. А відсоток великий? 25% річних у гривні, 11 у доларах США. Мені підходить. А чого така тиша? Гроші полюбляють тишу. Імексбанк. 20 років стабільності на фінансовому ринку. 0800 505 553. Стрес може застати нас зненацька в будь-яку хвилину. Виробник оригінального корвалолу Н створив препарат для дієвої боротьби зі стресом. Запитайте в аптеці про новий корвалол Н, який зручно носити з собою. Приєднуйся до ініціативи українських виробників. Підтримай українську армію. Купуй чай Аскольд. Чай Аскольд. Твоя допомога у кожній пачці. Деново. Національний оператор хмарних технологій підтримує науковців та освітян, вітчизняних виробників програмного забезпечення та органи державної влади України. Дізнайтеся більше про спеціальні умови на denovo.biz. Настав час зібратися разом, щоб відчути момент істини. Прямой эфир, Первый национальный, телеканал 24. Значит, сегодня глава Республики Ингушетия Юнусбек Евкуров агентству «Интерфакс-Юг» сказал, что реально 25 добровольцев-ингушей воюют на стороне террористов, что даже среди них есть 4 погибших. Значит, в принципе, войнахский фактор есть. Знаете, Савик, я вот рассказывал, что я дружу с Русланом Аушевым, и Ахмед знает, почему Путин отстранил Аушева. Потому что тейп Аушевых, да, в Ингушетии, когда он 10 лет был президентом и не допустил войны в Ингушетии, а его обвинили в том, что он чеченских боевиков приютил у себя. А мне Руслан всегда говорил, войнахи это одно, это даже не русские украинцы, это один народ. И как я не мог принимать людей, но я не допустил войны. И как бы то ни было, Аушев предупредил войну, он в Беслане пошел к террористам, когда там побоялся президент Северной Осетии. Можем показать фотографию. И при этом, почему его не допускают назад к власти? Уже 3-й генерал, да, Ахмед, вы знаете, 3-й генерал в Ингушетии президент карманный. И он ничего не может сделать. Сегодня в Ингушетии ситуация хуже, чем... Я прошу прощения, да. Может, все-таки здесь не за Ингушетию говорим. Ну, все равно. То есть, как бы, история Ингушетии, это как бы... Путину нужны такие мясники и такие вот маньяки. Нет, это ладно, я понимаю, но я говорю... То, что вы сказали, это правда. Да. Воюют ингуши, и чеченцы, и осетины. Да, Ахмед Закаев, все те, кто хотят зарабатывать. Но и батальон формируется из чеченцев и ингушей, который готов поддержать Украину. Да, пожалуйста. Я в эфире, да? Да, вы в эфире. Я хотел бы сказать несколько слов. Понимаете, мне совсем непонятно, не совсем понятно, когда мы делаем акценты на национальность. Я объясню, почему, что я имею в виду. Россия, как и Украина, это многонациональная страна, да? И в вооруженных структурах, и в законных, и в незаконных, которые сформируют российские силовые структуры, есть много людей разных национальностей. Там есть и украинцы, может быть, и крымские татары, и чеченцы, и ингуши, и осетины. Много-много. Потому что это многонациональная страна. Мне кажется, в первую очередь, украинское руководство и пресса, в частности, должны говорить не о национальной идентичности тех или других вооруженных бандформирований или террористов, которые посягают на суверенитет и на государство, и на жизнь граждан Украины, а говорит о том, что и кто за этим стоит.
За этими бандформированиями стоит российское государство, кстати, которое является членом международного сообщества, одним из членов Совета Безопасности при ООН. Да? Россия является членом всех почти международных организаций. И сегодня мир должен остановить и обуздать именно Россию и их агрессивные методы, а не делать акценты на тех или других людей национальности, то есть которые участвуют в этих бандформированиях. Не будет российского влияния или не будет российского желания формировать и направлять в Украину, официального желания российского руководства направлять эти бандформирования в Украину, я вас уверяю, никого там не будет. И никто не будет. За все, что происходит там, несет ответственность российское государство. И тот человек, который сидит сегодня во Франции и просто в наглую врет всему миру, что он не имеет никакое отношение к событиям в Украине. Это ложь, ложь и еще раз ложь. Я знаю это, потому что когда разбомбили родильный дом в Грозном в 1999 году, нанесли ракетовый бомбовый удар по центральному рынку и были уничтожены сотни гражданского населения, Путин делал точно такие же заявления, что Россия не имеет никакое отношение к этим трагическим событиям. То, что он говорит и сегодня. То есть он не меняется. Дело в том, что если мир не изменится, и мир не даст понять Путину, что эти методы в цивилизованном мире в 20-21 веке неприемлемы для цивилизованного мира, он будет продолжать свои теракты против соседних государств. Так, но, понимаете, на сегодня Министерство иностранных дел России официально заявило, что не будет содействовать разоружению сепаратистов. Значит, вопрос... Как они их могут разоружать? Они их вооружают, поэтому они не могут их разоружать. Правильно. Так я говорю, но вот без того, чтобы остановить Владимира Путина и Кремль, можно решить проблему на Юго-Востоке? Вот в чем вопрос. Мне кажется, это политический шаг. На мой взгляд, нельзя. Эта террористическая операция будет продолжаться очень долго, пока не решится вопрос на какой-то более высоком уровне. Нужно действовать и изнутри, и снаружи. Нужно уничтожать террористов так, чтобы террористам было быть невыгодно и опасно. А с другой стороны, мы действительно должны обращаться к мировому сообществу и требовать как минимум признать Россию спонсором мирового терроризма. Это раз. Придать ей такой статус. Второе. Нужно требовать, чтобы Запад ужесточил свои санкции. Стоит Путину поверить в то, что у него перестанут покупать нефть и газ, то у него исчезнет желание заниматься дальше терроризмом в Украине. Просто не будет денег для этого. Но вопрос в том, что страны Европы и Америки, они только грозят этим, но Путин, видимо, в это не верит. Поэтому нужно предпринимать усилия народным депутатам, общественности, международным лидерам для того, чтобы убедить первых лиц наших государств, европейских и Америки, в том, что нужно Путину угрожать и дальше. К сожалению, то, что завтра он будет стоять рука об руку с мировыми лидерами, конечно, это не радует. Можно было проявить жест и отказаться от встречи с Путиным. Ну, вы понимаете, я... Неправильно. И по западным политикам перейти от слов к делу, перестать заниматься умиротворением Путина, а надо его наказать, хотя бы дать понять, что он будет наказан за все это. И я вас уверяю, если эти санкции, не те, которые уже приняты, да, это даже не санкция, это какая-то иглотерапия, которая только укрепляет его рейтинг в самом российском шовинистическом обществе. Если он реально почувствует, что против него будут выдвинуты санкции, я вас уверяю, он это прекратит. Он умеет, он не сумасшедший человек, он понимает. Он хочет жить, и он хочет жить красиво. Он очень богатый человек, и он хочет жить, тратит эти деньги и тратит их здесь, именно на Западе, хотя он плюет в этот же колодец. Вот это хамство, которое необходимо сделать так, чтобы он прекратил. Сейчас есть стратегический шанс начать именно очень четкий процесс регулирования. И вот то, что нам господин Закаев говорит, как раз вот этот период понуждения к Путину конкретным действиям под угрозой санкций, но именно мы даем ему коридор сейчас возможностей. Сегодня в Франции, когда действительно все мировые лидеры говорят, если вы не работаете, не сидите за стол переговоров, не вырабатываете совместную, так сказать, программу действий, в том числе по стабилизации ситуации в Украине, противостояние терроризму, направление наемников, наоборот, на всех уровнях. И в момент подготовки, направления, нейтрализация спецслужб России, команды идут, нейтрализация на границе и, соответственно, содействие переговорному процессу. Это сейчас есть шанс возможности у Франции
Ему даем Путину, даем нашему президенту, даем ему и Западу. Если этот механизм не сработает, то тогда можно задействовать очень жесткие санкции и по газу, и по нефти, когда будет падать вся экономика России. Но этот шанс нужно использовать вот завтра. Это момент истины будет. Все остальные мероприятия, то дальше. Уже и политический диалог, и если не сдаются, соответственно, проводят спецоперации, профессионалы становятся во главе штаба вместе с новым президентом. Это как бы второй параллельный этап идет. То есть мы не прекращаем. Но когда вы говорите завтра, вы имеете в виду будущее или вы имеете в виду конкретно завтра? Конкретное число. Завтра. Момент встречи Олланда, Путина и Порошенко. Это как раз тот момент, который Путин уже осознает, я вам прямо скажу, теперь уже реальную информацию, что он уже стоит на грани противостояния. У него сейчас может ситуация быть угрожающей для него лично и для страны России. И вот этот момент эйфории уже проходит. Если начинается системно падать экономика, поднимается население и развалится Россия, это уже вызов. Он уже это знает. Поэтому этот вызов сейчас он может как бы снейтрализовать за счет вот этого первого шага. Это шанс ему дается. Он может не сработать, не среагировать, не хватит у него ума. Я просто лично хорошо знаю. Не где-то там по теории. Вот. Но как раз такой шаг, который сейчас будет сделан мировым сообществом и с нашей стороны, это будет шанс в регулированной ситуации и в Украине, и шанс в некоторой степени для Путина, определенный период. А дальше выстраивать очень сложные, тяжелые отношения с Россией на равных, но при поддержке западных стран, но активной поддержки. Мы добиваемся 3 месяца, и я лично у всех контактах говорю, эти санкции должны идти, действия очень конкретные, реальные, которые чувствительны для Путина, а не такие, знаете, потенциальные. Мы уже 3 месяца уговариваем. И первые лица только сейчас уже собрались для того, чтобы эти возможности показать, применение санкций, а с другой стороны дают шаг, как бы сделать ему сейчас навстречу друг другу. Ну, смотрите, вчера была встреча Большой Семерки. Во-первых, Россия исключена из Большой Семерки. И вчера лидеры, все лидеры, и Ангела Меркель, и Барак Обама, все говорили о том, что либо он это делает, либо вводится третья волна санкций. Пожалуйста. Я хотел бы сказать, что все-таки, на мой взгляд, самое главное, это показать Путину и всему миру, что украинцы готовы сражаться за единство и целостность Украины. И еще раз повторю, тогда, когда террористы, желающие сюда приехать подзаработать, будут понимать, что в 95% случаев у них не будет шанса вернуться, они или останутся здесь, или будут сидеть в тюрьмах, тогда они перестанут ехать сюда. И тогда мир будет с еще большим желанием помогать нам бороться. Поэтому самое главное, что нам нужно бороться самим, в первую очередь. Ценим ситуацию в чем? Следственный комитет Российской Федерации возбуждает уголовное дело против вооруженных сил Украины. А что мы должны, Следственный комитет Украины, да, или там Генпрокуратура, возбудить уголовное дело против того, что Грозный разрушили дотла, сотни тысяч похоронили и построили процветающий Грозный на костях погибших чеченцев, ингушей и русских? Это вообще маразм полнейший. Знаете, сегодня в России какой самый популярный анекдот? Геббельс просыпается утром и говорит Гитлеру: Адольф, мне приснился страшный сон, кошмарный. Он говорит: какой? Я боюсь рассказывать, это фантастика. Какой? Мне приснился сон, что русские воюют с Украиной, а я их мирю. Грозный не процветающий, просто показывают миру такую картинку. Потемкинские деревни, это вот так называемая мечеть, построенная на крови и на костях народа, это центр, отстроенный по-европейски. На самом деле ни один завод не восстановлен, то есть инфраструктура не восстановлена. Это все просто показуха. Да, естественно. И также хотелось бы добавить, что история показывает, что ни одна империя не может существовать, если она не продолжает войну. То есть такая схема, что империям все время нужно воевать. Это мы видим на примере Российской империи, потому что это действительно Российская империя, фактически последняя, наверное, оставшаяся в мире. И ни одно государство, особенно из числа ближайших соседей к России, не может себя чувствовать спокойно, в безопасности, пока в таком виде, как существует Российская империя, пока она в таком виде существует. Удивляет только, что господин Путин, вроде бы образованный человек, не знает истории. В 1914 году 3 империи начали войну, Первую мировую, и по итогу этой войны и Австрийская империя, и Германская, и Российская империя пришли к полному краху. Видимо, он этого просто забыл. Украина — это, видимо, последний его шаг. Просто комплексный подход нужен. Конечно, в одной военной операции проблему не решишь. Но просто Николай Григорьевич знает, как военный генерал армии, если мы отмобилизуем антитеррористическую операцию, да, и боевики будут понимать, что существует мобильный кулак
взаимодействия, который нанесет неотразимый удар по всем тем, кто с автоматами Калашников, а с теми, кто заблудился, да, и понимает жизнь Украины по-другому, там, на Юго-Востоке, будет договоренность. Я надеюсь, что Петр Порошенко, и такая информация есть, после вступления в инаугурацию даст им такой шанс, людям на Юго-Востоке, и объявит свой план выхода из ситуации для того, чтобы, может быть, даже будет некая короткая пауза, для того, чтобы было сказано, там, условно говоря, он 24 часа на то, чтобы разоружились, сдались, а после этого будет жесткая динамика действий. Но я еще раз говорю, и думаю, Николай Григорьевич меня поддержит, что если мы не отмобилизуем и не сделаем кадровой ротации в силовом блоке нашем, то мы будем и дальше хоронить наших солдат, пацанов 20-летних на Юго-Востоке, и мы не добьемся там никакой победы. Я по поводу переговоров хотел бы сказать, вот как можно вести переговоры с террористами, вот в кадре из Луганска, да, которые прикрываются детьми. С террористами Посмотрите, не надо вести переговоры, детьми. Надо действовать, как в Сербии. Выходят, вышли с детьми, с женщинами, говорят, минуту, не ушли через минуту, вы все военные преступники. Вот и такой момент, не дождаться пока дети. Мы готовим спецоперации профессионалами и проводим одномоментно, не объявляя по Фейсбуку, не проявляя по телевидению и тому подобное. Это готовится оперативниками, разведчиками операция и задействуется спецназ по их, так сказать, ориентации и одномомента. И тот момент, когда никто не ожидает, никаких детей нет, никаких женщин нет. И они уничтожены будут не только с оружием, они будут нейтрализованы, даже создание выключено будет. Я вам говорю профессионально. Это делается одномоментно по многим объектам сразу. Но готовится серьезнейшая крупномасштабная операция. Это мы тут. Вот тогда уже никакой террорист не полезет. Потому что он понимает, что будет уничтожен мгновенно. А вот пока мы будем тягаться, вот именно, там наши пограничники по 25 часов, там по 12 часов, там будут бежать, там другие, там будем ожидать, вот там будем только применять авиацию, а спецназы и другие силы не будут действовать. Там будем пропускать через границы по 1500 человек и тому подобное, с БТРами, с Уралами. Ничего не будет, я вам скажу. Только будет успех террористов. Мы в одном месте будем на Красном Лимане побеждать, а тут на другом теме обросчики они будут побеждать. Опять-таки прекрасная новость. В 15:30 начался бой, уже в 19:30 наносились авиаудары, и уже в 20:30 вот командир пограничного отряда мог доложить о том, что и БТР захвачен, на котором приехали, и КАМАЗ разбомблен, и по его сведениям 15 трупов боевиков находятся в больнице города Снежного. Последний успешно раз, и Донецкого тут два правильно действовали, правильно. В других случаях, это десятки случаев не координировано. Екатерина, у вас... Ну, хорошо, граница это одно, да, но есть Донецк и Луганск, это большие города, в которых живут люди. Вот как осуществлять данную операцию, если это огромное население, там живет, там в Донецке и Луганске в общей сложности 2 миллиона. Но мы же помним, что произошло в Луганске на этой неделе. Я вам скажу, что если вводить военное положение, да? Слушайте, есть предпосылки к тому, что элиты, тот же Ринат Ахметов, Тарута и другие, у них там основной бизнес. Я не хочу там детализировать какие-то вещи, но мне кажется, настал момент истины. Помните, да, как у разведчиков? Они встали на грань, они игрались с сепаратистами и вели переговоры в надежде на то, что децентрализация, русский язык. И потом так заигрались, что когда уже те взяли в руки автоматы, была упущена ситуация. Но сегодня, на мой взгляд, олигархи и элита юго-восточная встала на грань потери своего бизнеса. И как мне кажется, и люди, которые видят, что они не могут выйти на улицы, их расстреливают в машинах, насилуют, убивают. И мне кажется, сегодня наступил момент истины, когда и олигархат юго-восточный, и население пришло к выводу о том, что надо кое-кого мочить в сортире, иначе потеряют все. И у меня есть некие ожидания, основанные на некой информации, о том, что вот этот момент истины, что колесо покатится вперед с горы, и сейчас кое-кого там уже начнут куда-то там ставить на место, потому что в противном случае олигархи потеряют бизнес, люди потеряют работу, и если, извините, 200 тысяч шахтеров, которые могут выйти из шахт, которые каждый день там в земле под смертью сидят, да, и в конце концов возьмут дубинки свои и скажут, а ну пошли отсюда вон, мы сами тут хозяева. И есть предпосылки к тому, чтобы это состоялось. По-другому там не будет ничего. А вы знаете, чью сторону они примут? Они примут свою сторону, понимаете? Свою сторону, сторону жизни дончан. Но мы должны дать именно и перспективу вот своей стороны. Абсолютно. Каждая элита, и олигархам, и директорам завода, и директорам шахт, и шахтерам, чтобы поднялись миллионы людей. Для этого нужно дать перспективу. Вот как раз возможность нового президента сейчас открывается. Абсолютно. Он легитимный президент, потому что не признают сейчас центральную власть вообще ни исполняющей обязанности, ни премьер-министра. Есть новый политический, так сказать, фактор у нас, который может сейчас разблокировать ситуацию. А в дальнейшем мы действуем через спецслужбы по всем террористам и экстремистам, которые не идут на этот диалог. Кстати, Восток и Оплот
даже они готовы в определенной ситуации сдачи. Я, проводя операции по конкретным захватам террористам и пиратам, в данной ситуации также мы видели вот эти все защиты и тому подобное. Даже в той ситуации мы проводили операции так, чтобы они сдались. И желательно, чтобы без жертв. Если не сдаются, соответственно, применяем уже все силы для того, чтобы уничтожать. Я только хотел бы заметить, что пока вот одного самого известного олигарха мы видели только несколько видеовыступлений и операцию под названием «Гудок», к сожалению. Хотелось бы увидеть приобретение бронежилетов, приобретение современных средств оружия, взносы в благотворительные фонды. Пока мы, к сожалению, не видим это от одного из самых известных олигархов. Хотя есть действительно люди из Донбасса, которые помогают, что другого пути как борьбы с терроризмом просто не существует. Хотелось бы, чтобы таких людей было побольше. Но с этим человеком велись переговоры. Мы не знаем, о чем консолидировать. Одиночки будут помогать. Это не будет консолидация всех сил, чтобы поднялся народ против террористов, экстремистов и поддержать центральную власть. Для этого должно, чтобы доверие было к центральной власти. А сейчас недоверие не защитит, угрозы возможные, проблемы и тому подобное. Вот как раз вот система доверия породит уже нас и мощную поддержку. Я хотел еще добавить по поводу переговоров. Вы знаете, вот по тем данным, которые у меня есть, к сожалению, управлять переговорами будет Москва, поскольку основные игроки на рынке терроризма, это господин Безлер, господин Абвер и господин Стрелок, они управляются из Москвы. И поэтому говорить, извините, это придется с Москвой, с ними а не беседовать, с людьми беседовать, Вы знаете, с элитами беседовать. Я был несколько недель назад в Луганске. Там же захватили СБУ, и мне говорили, не едь туда, там тебя арестуют. Мы взяли афганцы, поехали, ветераны, десантники, спецназовцы. У нас 5 человек, мы поехали. Мы вели переговоры с ребятами, которые захватили СБУ. Там есть 3 категории. Есть юрки, которые взяли автоматы, их немного. Есть несколько человек, там, под Болотов и компания, да, там, Лерки, которого там арестовали, да, профессиональные грушники, ФСБшники. Их там 4-5 человек. А есть сотни ребят, десантники, морпехи, сами, да, которые искренне, они говорят, для нас нет авторитетов, мы никому не верим. Это ребята, которые так свою понимают жизнь, они не верят центральной власти, они не верят никому из депутатов и олигархов в Луганске. Но это люди, с которыми можно говорить. Мы с ними 2 суток посидели, поговорили. Они говорят, слушайте, дайте нам гарантии письменные, лидеры фракций, афганцы, 11 депутатов у нас, о том, что нас не посадят за то, что мы пошли в СБУ, а там 1500 автоматов, и все убежали. И создайте из нас батальон Национальной гвардии, назовите его Луганск, мы в него вступим, мы защитить Украину. Просто когда туда едут люди, типа Парувия, Пашинского, которых там не воспринимают, не переговорщики, не коммуникабельные, это глубочайшая ошибка. Почему поехали только 5 дней назад, а не 2 месяца? Когда я там был захватили? 1,5 месяца назад, вот, когда только захватили. Когда только захватили. Власти, в первую очередь. Да. Власти, вот Второе, я предлагал, чтобы было выездное заседание Кабинета министров Украины в Луганске или в Донецке на начальном этапе, или в Харькове, где нужно было рассмотреть не только военная операция, проблемы Юго-Востока. Там 160 шахтеры, металлурги. Я правильно понимаю, что это проблема из-за того, что вас не послушали? Да, так получается? Не только меня, в том числе. А в том числе. Мало мы уже не послушали. Я говорил, вы идите, что вы сидите? Турчинов вчера первый раз за время президентства выехал вообще куда-то из Киева. А нужно было выехать на начальном этапе, когда еще не так запущена была ситуация, рассмотреть и сказать, металлурги, мы дадим им больше дотаций, шахтерам дадим больше дотаций, пенсионерам, инвалидам, ветеранам, чтобы люди на Востоке поняли, что страна не только с пулеметом их там террористов гоняет, а решает их какие-то социальные проблемы. Милиции тоже надо что-то делать. Готова к децентрализации. А когда сегодня вы побеждаете в красном луче, зачищаете, десантники, Национальная гвардия, а там сдают... Не мы, а весь народ. Да, весь народ. Не, ну я имею в виду, там побеждает, да. А там полк патрульно-постовой службы сдает, там гарнизон сдали, в Луганске гарнизон сдали, там бросили. Это, извините меня, как? Так будут же новые отряды, укрепленные афганцами, которых вы рекомендуете, и все будет отлично. Хорошо. Так, значит, мы готовы. Наше время истекло. Увы, я Ахмеда Закаева благодарю, премьер-министра Чеченской Республики Ичкерия, ну всех вас, естественно. Амина, простите, но я ничего не могу сделать. Эфир есть эфир, тем более прямой. До свидания завтра, 19:30. Свято де? Свято є. Свято є. Новини – це Україна.